Меня эта ситуация полностью, прям, я не знаю, это доходит до абсурда. Право долевого участия на строительство однокомнатной квартиры в этом доме по улице Чистопольская Руслан Хайрудинов перекупил у некого Алексея Рукавишникова в 2014 году. Оплатил 2 миллиона 56 тысяч рублей. В квартиру до сих пор не заехал. Застройщик фирма «Свей» обанкротилась. Достраивала многоэтажку компания «Бриз» через Республиканский фонд по защите прав дольщиков. Этим летом Руслан уже собирался получить ключи от своей однушки, а в итоге получил письмо от фонда с извещением о задолженности. Мне в июне этого года поступило от фонда Республики Татарстан письмо о якобы возникшей у меня задолженности в размере 205 тысяч в разнице между договором долевого участия и договором переуступки. Получается, что сумма в договоре долевого участия была выше, чем в договоре переуступки. В такой же ситуации оказались больше сотни дольщиков ЖК «Золотая середина». У некоторых задолженность больше 1 000 000 рублей. В начале марта 2021 года арбитражным судом Республики Татарстан фонду Республики Татарстан были переданы права застройщика 2 домов, 3 номер 6 жилого комплекса «Золотая середина». В соответствии с определением арбитражного суда фонду также были переданы реестры участников строительства. И как раз таки, изучив эти реестры, мы увидели, что в отношении ряда дольщиков имеется задолженность. По словам Ивана Новикова, участие дольщиков – причина долга опечатка в судебных актах во время включения их в реестр. Однако у большинства по документам реальная задолженность есть. И это самый настоящий сговор, уверены активисты инициативной группы дольщиков. Первым покупателем был сотрудник «Свея», который не оплатил квартиры. И получается, когда продавались эти квартиры, по объявлениям в Авито, еще где-то, цена указывалась другая, меньше, чем в договоре долевого участия. Но при этом человек подписывал договор уступки, где было написано, что за эту сумму продавец оценивает, за эту сумму передается. И поэтому у человека не возникало вопросов. Я думаю, что «Свей» специально сделал таким образом, составил документы, чтобы когда достроить свои дома, и люди будут уже приходить, получать ключи от квартиры, подписывать акты, они бы тогда в любом случае узнали об этих долгах и их вынудили бы доплачивать. Диляре Голиковой, можно сказать, повезло. 6 лет назад на свою сделку она пришла с юристом, который сразу разглядел. По договору предыдущий дольщик стоимость квартиры оплатил не полностью, после чего застройщик и первый покупатель заключили дополнительное соглашение, в котором прописали реальную стоимость жилья. Эту ситуацию мы попросили прокомментировать независимого юриста. Те случаи, когда передаются неоплаченные квартиры, например, то есть если мы берем случай именно такой, это эксцесс, то есть это основание для проведения проверок в отношении застройщика, который либо не выдал, например, подтверждающий документ, если оплата производилась, либо если вообще в принципе она не производилась, то есть разрешил переуступку. Но нужно каждый раз смотреть индивидуальный случай, то есть есть ли разрешение на переуступку, какие-то иные факторы. Большая часть дольщиков уже обратилась в арбитражный суд, чтобы аннулировать долг, который им предъявили. Руслану это еще только предстоит. Юлия Гоголева, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.